Накануне Дня знаний особое внимание уделяется объектам образования. С апреля месяца капитальный ремонт идет в средней школе номер 38 в Портовском районе. Внутри здания поменяли все от полового покрытия до электрики. В ближайшие дни завершится уборка, установка мебели и оборудования. И 1 сентября ученики встретят в полностью обновленных классах. Наша школа попала в федеральный проект по капитальному ремонту и оснащению модернизации школ. Этот проект у нас работает с прошлого года. И в этом году в городе Якутске только 13 школ ремонтируется. И мы очень рады, что наша школа вошла. Мы с 1 апреля освободили здание школы. Наши подрядчики ООО «Сантехстрой» приступили с 1 апреля к демонтажным, монтажным работам. И вот в августе месяце почти на финишной прямой 100% готовность. В столице продолжается программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Большой фронт работ в этом направлении идет в районе 17-го квартала, где уже сегодня расселяются старые деревянные дома, чтобы на их месте появился новый жилой микрорайон. Президент страны дал поручение по расселению аварийного жилья. После моего обращения к нему по вопросам 17-го квартала сейчас также идет активная работа и с правительством страны по выделению дополнительных средств. И уже выделяются средства, в том числе вот в рамках мастер-плана, который мы будем по городу Якутску реализовывать. Сейчас мы уже в этом году должны 16 домов в 17-м квартале расселить. Много лет в Федерации самбо и дзюдо республики мечтали о собственном центре подготовки спортсменов. Несколько раз строительство центра откладывалось и переносилось. Но недавно вопрос решился. В районе улицы Губина застройщик при возведении 12-этажного жилого дома 2 этажа по программе социального партнерства отдает под центр самбо и дзюдо. Планируем детей, чтобы был открыт центр подготовки, тренировочный будет. Ну, я думаю, самое главное, что мы наконец-то сделали то, к чему мы шли. Мы хотели создать свой центр подготовки самбо и дзюдо. Сегодня наши спортсмены добиваются больших успехов. У нас чемпионы Европы, чемпионы мира, а центра нету. И вот наконец-то мы, благодаря общими всеми усилиями, Федерации дзюдо, Федерации самбо, мы сделали то, что мы хотели. По результатам объезда глава республики остался доволен увиденным и ходом работ на всех объектах. Каждая стройка, каждое отремонтированное здание приближает Якутск к званию лучшего города на вечной мерзлоте. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск.